Сегодня день открытых дверей. Проводится профилактика борьбы против полиомиелита. Мы разберем буклетки. Прочитайте. Информационные буклеты передают прямо в руки и с полным разъяснением. Студенты-практиканты рассказывают о последствиях страшной инфекции. Внимательно слушает о полиовирусе Ася Чахкиева. Она прекрасно понимает всю серьезность и последствия заболевания. Данное заболевание очень опасно для детей, так как оно становится инвалидом, если он уже, если запустить. Думаю, вакцинация важна для ребенка, чтобы в дальнейшем он был защищен от этого. Думаю, многим нужно смотреть за детьми, вакцинировать их, защищать своих детей. Я думаю, она бережет халмади в дальнейшем жизнь портит жизнь детей. Для инфекционистов детской поликлиники каждый рабочий день – это борьба с полиомиелитом. Полиовирусом ребенок может заразиться в любой момент. Обычно это происходит из-за зараженной воды или пищи. При этом вирусы чрезвычайно живучи и могут сохраняться до 3 месяцев, а иногда до полугода. Передается полиомиелит фекально-оральным путем, но, как и большинство кишечных инфекций, он относится к группе кишечных инфекций, к энтеровирусам, то есть через грязные ручки. Поэтому чаще болеют детишки школьного, дошкольного возраста. Ну и также не исключена передача воздушно-капельным путем, то есть через носоглоточное содержимое, так как вот этот полиовирус, он может долгое время сохраняться в данном носоглоточном содержимом. Большую тревогу среди врачей вызывает факт возрастающего числа отказников родителей от вакцинации детей. И это при том, что лекарственных препаратов против полиомиелита не существует, а вакцинация позволяет предотвратить тяжелые последствия. Вакцинация сразу не проводится живой вакциной, то есть это в несколько этапов и на фоне полного здоровья. То есть больному ребенку в острой фазе заболевания прививку никто не сделает. Предварительно ребеночка смотрит врач-педиатр, если там нужна дополнительная консультация узкого специалиста, узкий специалист вызывается или же больной направляется к узкому специалисту на лабораторные обследования или же физикальные обследования. И в дальнейшем уже выбирается соответствующая тактика. Сначала делается, получается, неживая вакцина в несколько этапов и с определенным интервалом, это не менее 35 дней, делается живая вакцина. В группе риска непривитые дети. Полиомиелит неизлечим, но его можно предупредить, что, собственно, и делалось в Ингушетии на протяжении 3 туров дополнительной иммунизации. По данным Роспотребнадзора, по ее итогам в Ингушетии против полиомиелита привито 77% детей. Кроме того, регулярные беседы с родителями, подворовые обходы – основная причина положительной динамики в регионе. Для осуществления данных мероприятий у нас распространены более 85 тысяч печатных изданий, листовок, буклетов, где есть ответы на основные вопросы, возникающие у родителей по данному заболеванию. Во всех районах и городах были обеспечены на рекламных счетах реклама о пользе вакцинопрофилактики, особенно против полиомиелита. Спасибо районным, городским администрациям, они нам очень помогли в этом. Дальше у нас был утвержден отдельный медиаплан, где у нас были выступления и на телевидении, и во всех средствах массовой информации, на радио, с ответами на вопросы родителей, интересующих по данному заболеванию. К слову, помимо работы с населением, в регионе проводились отдельные мероприятия для сотрудников медучреждений. У нас был следующий блок – это подготовка наших медицинских работников. То есть мы им освежили знания среднему медицинскому персоналу по основным вопросам вакцинопрофилактики, по правилам проведения ее на базе нашего Ингушского медицинского колледжа. У нас прошли обучение по тематическому курсу повышения квалификации 594 человека среднего медицинского персонала с сдачей итоговой аттестации. Дата приурочена ко дню рождения американского ученого, создавшего инактивированную вакцину против полиомиелита. Цель – обращение к мировому сообществу с призывом не забывать о существовании вируса полиомиелита, а также последствиях, вызываемым этим заболеванием. Хава Гагиева, Султан Булгучев, Новости 24.